В эти праздничные дни наш канал был, как всегда, рядом со своими преданными зрителями. И я, честно говоря, был горд за друзей и коллег, они были на высоте. Самые лучшие места для зрителей Парада Победы оказались у наших телеэкранов. Обзор перспективы, мельчайшие детали, неподдельные эмоции и полное ощущение присутствия на месте события. Прямую трансляцию событий обеспечивали 2 передвижные телевизионные станции, более 50 сотрудников нашего канала. Я повторюсь, горжусь их профессионализмом. 15 выпусков новостей на ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Репортажи с самых крупных праздничных площадок и маленьких районных центров. ТНВ удалось показать всю палитру торжеств и значимости этого дня для каждого. В информационных программах были удивительные истории участников Великой Отечественной войны, которые и в свои 100 лет выступают на сцене, читают стихи, ведут активный образ жизни и поражают нас своей энергией и силой духа. Пробирающие до слез истории татарстанцев, которые десятилетиями искали своих героев, пропавших без вести. И наш бессмертный полк в новостях. Военкоры 7 дней, правнуки победителей подготовили 3 фильма с передовой, и все они вышли в эфир в этот праздничный день. День Победы на ТНВ. Как отработали бойцы телевизионного фронта? У Татьяны Тимошенко. Хоть и прохладно сегодня, да, с утра всего +2, но настроение ничуть не хуже от этого. Настроение боевое, готовы включаться. Сейчас под Кремлем идут последние приготовления. Рамиль, ты в кадре. На репортерском посту корреспонденты службы новостей появляются задолго до начала событий. Работай. Далее доброе прохладное утро на улице. А сама техническая подготовка, чтобы в свой час празднование Дня Победы началось в каждом доме еще раньше. Развертывание передвижной телевизионной станции для трансляции прямого эфира почти за сутки. Километры оптоволокна, устойчивые сигналы и связь с передающими спутниками. Четкость картинки, эмоции в деталях. Перекидывали кабель на другую сторону дороги, то есть подключали службы городские для отключения электроэнергии. То есть это по воздушке проводили? Это все по воздушке, да. Все поразматывались очень долго, кропотливо, вызывали спецтехнику. 7, внимание, 7 дает. 11 телевизионных камер работают одновременно. Оптика дает приближение в 88 раз. Вылет стрелы крана на 12 метров. Ощущение полета. В священном долге преданно служить Родине. Видеоинженеры и звукорежиссеры всегда за кадром. То, что мы увидим на телеэкране, это работа операторов. Выбор момента, эмоций, ракурса. Приходится подстраиваться под непогоду, под любые обстоятельства, которые происходят. Что-то вот там мгновенно. Сегодня вот Раис Республики должен был в определенное место подъехать, но он захотел со всеми поздороваться. Остановился чуть раньше, пришлось сквозь толпу операторов и фотографов пробиваться, чтобы подснять этот момент. Вот. А потом перед самой трансляцией еще начался снег. Тут, конечно же, стало страшновато даже. Внимание, ведущие. Снег пошел. Предыдущий День Победы Асоль Мухамедзянова помнит хорошо. Жара была плюс 35. В этом году главное было одеться. 2 часа на самой высокой точке в прямом эфире. Снег на День Победы в Казани впервые. И ветер сногсшибающий в прямом смысле. Наконец-то я понял, что такое героизм. Вот наша профессиональная работа, наверное, в этом и заключается. Пошел снег, очень холодно, но мы создавали настроение для наших соотечественников. Если наши деды отдали жизнь, самое ценное, наверное, стоит еще и померзнуть на этом холоде, чтобы вот рассказать нашему поколению о том, чего мы достигли, о том, чего мы должны беречь. У нас падали мониторы, у нас разлетались сценарии, но радует то, что люди, несмотря на эту погоду холодную, идут, несут портреты своих героев. И работать в этот день для меня действительно большое счастье. Общий для рабы. На режиссерском пульте детский талисман работает вместе с режиссером несколько лет на прямых трансляциях главных республиканских событий. Погода вводит свои коррективы, как известно, да. У нас в кадре солнце сменялось облаками, снег пошел. И несмотря на эти все условия, я считаю, что ведущие передали всю атмосферу праздника. Под музыку песни композитора Александрова «Священная война».
Голос главного события Дня Победы – это тоже наш ТНВ. Идель Киямов, ведущий, проводит участников и дает старт прохождению военной техники. Но один из самых трепетных моментов – представление участников Великой Отечественной войны. Среди почетных гостей 98-летний Алексей Писарев из Тюлечинского района. В 17 лет ушел на фронт, был танкистом. Корреспонденты ТНВ познакомились с Алексеем Ивановичем случайно на творческом фестивале «Балкыш». Затем встретились уже на концерте, посвященном Дню Победы, где он со сцены перед республикой читал стихи, посвященные супруге. Я с тобою, я твой, я тебя больше в жизни люблю. Вот мне 103 года, и верите, нет, не поверите, люблю петь, плясать. Под кителем Анны Серафимовны голубая блузка, на руках маникюр. До 19 лет она жила в Альметьевском районе. В годы войны служила в воздушной разведке, затем жила в Москве. Там ее и разыскали наши корреспонденты, и подарки от Раисы Республики. И каждая эта встреча, она эксклюзивная. Вот мы создаем эту летопись, эту базу у нас на ТНВ. И каждый наш корреспондент, который снимал, раскрывал своего героя, он этого понимал. Этого понимал и наш оператор, который снимал красивые морщины ветеранов, их прослезившиеся глаза, их улыбки. Этого понимал, наверное, и наш монтажер, который складывал уже общую картину материала. Для меня вот это очень дорогое и бесценное, как для внучки двух непосредственных участников Великой Отечественной войны. Празднование Дня Победы – это кульминация большой подготовки к этому дню. 15 выпусков новостей на канале ТНВ и ТНВ Планета. И в каждом репортаж буквально с колес с торжественных мероприятий. Задача показать, как празднуют этот день в городах и деревнях республики. И задача удивить зрителя. Не только вспомнить общую историю, но и войти с этими воспоминаниями в каждую семью. Как говорят, сесть за общий праздничный стол. Каждый выпуск новостей готовили правнуки героев. И для каждого из нас, и для ведущих, и каждого корреспондента, когда мы в эфире говорили о том, что, например, оператор такой-то, а его дед дошел, и есть фотографии около поверженного Рейхстага. У другого корреспондента дед, его имя вписано в монумент памяти на Мамаевом кургане. Для каждого из нас это был свой такой бессмертный полк, и ведущие с слезами на глазах, конечно, вчера и прощались, рассказывая о том, что она там правнучка труженика тыла, который с 14 лет работал на Казанском авиационном заводе. Для нас это тоже было, это был наш День Победы, нам хотелось вот эти эмоции Дня Победы, конечно, передать. Огонь памяти будет гореть вечно. И ради наших дедов и прадедов, отстоявших родину, ради уже своих правнуков и для уже наших детей. Эфир Болгар Радиосы в День Победы объединил слушателей всего Татарстана. Большие города и самые дальние маленькие деревни. Слушатели наши, они такие вот добродушные, они с нами всегда на связи, и как поэтому мы некоторые новости даже узнавали из их уст. Они писали, что вот у нас в нашей деревне происходит вот так, а мы сделали вот так, мы кашу приготовили, мы к ветерану пошли. В общем, эмоции зашкаливали. На рабочем месте эмоциям места нет. Работа всей команды – это около 100 человек, как компьютер. Подготовка, труд. Заранее все предусмотреть все моменты, провести работу с операторами, со всеми службами. Не командовать парадом, а предоставить нашим зрителям лучшие места, чтобы главные события Дня Победы запомнились надолго. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.